Привет ребятам из Новосибирской области, из далекой республики Саха-Якутия. Урой! Айфал! Ребята, отгадайте загадку. Аи олон хайхаран солон халарбыт. Говорят, на небе след лишь парня Аи остался. Да, правильно. Отгадка этой загадки — Млечный Путь. В этот зимний холодный вечер вы можете увидеть на небе много-много звезд. Мы хотим рассказать вам одну древнюю якутскую легенду о звездах. Давным-давно люди жили в Срединном мире. В Срединном мире люди разводили лошадей и коров, охотились в лесах, ловили рыбу в озерах и реках. Животных было намного больше, чем в наше время. Охотились на соболя, белку, горностая, колонка, лося, оленя, медведя с помощью лука, копья, ножа, силков. Ходили на охоту только с утра до вечера, когда светло. Однажды один юноша в северных землях увидел чудесного оленя с золотыми рогами и бросился за ним в погоню. Олень сорвался быстрее ветра. Не успел охотник и глазом моргнуть, как олень запрыгнул на небесный купол и умчался ввысь. Охотник, недолго думая, ухватился за край неба и вскочил следом, и помчались они по небосводу. Северный олень бежал, выбивая из купола искры. Его копыта оставляли в небосводе глубокие следы. Охотник скользил за ним на лыжах. За погоней не заметил, как померк короткий зимний день. Солнце село. В темноте ночного неба стали четко видны следы этой погони. Так и остался след от лыжни на небе в виде звезд Млечного Пути. Искры копыт сейчас называют падающими звездами или метеорами, а следы оленя — звездами. И до сих пор яркие звезды освещают путь стойким, сильным, храбрым охотникам. Лютые холода нашей суровой, но гостеприимной Якутии, республики Саха.